Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Машинист тепловоза и составитель поездов. Такие редкие специалисты есть и в компании «Алроса». Покажем, в чем заключается эта работа. Студенты СВФУ постепенно возвращаются в аудитории. Какими будут пары после снятия ограничений? Якутский национальный вид спорта расширяет границы. В Дагестане День Победы отпразднуют турниром по масс-рестлингу. Более 20 котельных планируют построить и технически перевооружить в ближайшие 3 года. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения пройдет в Горном, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Алекминском районах. Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов на совещании по вопросам газификации Якутии с главой Айсеном Николаевым сообщил, что в республике 33% от общего числа котельных работают на газовом топливе, 49% на угле. Также в пилотном населенном пункте автономной газификации Качикацы в этом году должны построить пункт приема, хранения и регазификации СПГ и завершить техперевооружение котельной. Отмечается, что на территории республики в перспективе возможен перевод на потребление сжиженного газа 48 объектов теплоснабжения в 8 районах Якутии. Одна из редких профессий в компании «Алроса» – машинист тепловоза и составитель поездов. Такие есть только в Усть-Кутском отделении УМТС. Туда груз доставляют по железной дороге. Об особенностях своих профессий они рассказали нашим коллегам. За окном один пейзаж сменяет другой. В кабине машиниста тепло и комфортно. Это рабочее место Александра Бычкова. Работает он в Усть-Кутском отделении МТС. Во всем управлении таких, как он, по пальцам пересчитать. «Алроса» завозит грузы по железной дороге только сюда. Поэтому профессия машиниста тепловоза среди других в компании считается редкой и интересной. Мы сначала со станции забираем груженные вагоны, тот груз, который приходит в адрес Мирного. Здесь ребята выгружают. Ну и после того, как вагоны оформляются, мы их выводим на станцию. Если есть опять груз, забираем. То есть мы для наших грузчиков подвозим груз, чтобы было чем им-то заняться. Александр Бычков не просто машинист, а машинист-инструктор. Таких выбирают из числа опытных сотрудников и дают в помощь локомотивным бригадам. Он стажирует молодежь, дает допуск на выезд к станциям общего пользования. Оттуда вагоны доставляются на территорию складской базы. Здесь машинист работает в тандеме с составителем вагонов. Назад. Разрыв 5 вагонов. Виктор Красноштанов составляет вагоны в отделении уже 20 лет. Время идет, и составительская профессия также нужна. Этот человек подбирает вагоны по виду груза, формирует их в состав и с машинистом доставляет их на фронт выгрузки. От скорости работы составителя зависит занятость грузовых бригад. Но если мы не расставим вагоны по фронтам выгрузки, то есть бригады будут стоять без работы. Нагрузки, особенно в летний период, очень большие. Все на ногах, очень много передвижений, количество стрелок огромное, которые нужно переводить, чтобы приготовить маршруты. Для этих профессий не существует тактированных дней. Даже в морозы много работы. Поезда холодов не боятся, как и люди. Главное, говорят, чтобы работа была. Такие специалисты не привыкли сидеть на месте. Олеся Васева, Ксения Некрасова, Виктор Горелов. Телеканал «Алмазный край». Премьер-министр Михаил Мишустин продлил срок действия специальных соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок их действия истекал 1 апреля. Теперь соглашения по сахару продлены еще на 2 месяца, а на подсолнечное масло сразу на полгода. Напомним, договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с производителями, поставщиками и торговыми сетями, фиксируют цену килограмма сахара не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. Стоимость литра масла не должна превышать 95 и 110 рублей соответственно. Студенты Северо-Восточного федерального университета постепенно переходят на очное обучение. Накануне часть занятий начали проводить в традиционном формате. О первых лекциях в аудиториях расскажет Дмитрий Тымыров.
Сегодня в здании КФН немноголюдно. Все из-за того, что не все занятия студентов переведены на очное обучение. Потому что поточные большие лекции, имеется в виду, где студентов много, остаются на дистанционном обучении. Так? А вот что касаемо практических занятий, лабораторных занятий, это все проводится очно. Вместе с тем на лицах студентов можно увидеть радость. Ребята не только рады вновь сесть за парты, но и услышать живую лекцию преподавателя. На дистанционном обучении мы уже ровно год. И да, конечно, соскучились по очному обучению достаточно. А особенно почему именно соскучились по общению, по лекторам или как? Ну, во-первых, по общению с друзьями. Во-вторых, интереснее лекции проводятся, когда прям с глазу на глаз с преподавателями. И как бы информация усваивается легче. Мы очень соскучились по нашим преподавателям, по нашим одногруппникам, да, по дороге даже с общаги до КФН, поэтому очное обучение это очень, круто, это очень живое общение, это вообще для нас, оказывается, очень влияет. Вот. Да, конечно, и мы соскучились, особенно не хватало живого общения так с друзьями, с однокурсниками. Что касается преподавателей, то они не менее рады встрече со студентами. Но несмотря на это, до улучшения эпидобстановки занятия будут проводиться в очно-дистанционной форме. Конечно же, все меры безопасности Санпина, все это у нас сохраняется, все носим маски абсолютно так. И при входе всем студентам выдавались маски. При этом сегодня соблюдение масочного режима требуется и контролируется на всех объектах и корпусах Северо-Восточного федерального университета. Также обеспечивается пропускной режим с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, руководство университета поручило обеспечить условия для поэтапного прохождения вакцинации студентов и преподавателей. Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Якутск. В Ленске занимаются уборкой территории от снега. Если собственники частных владений самостоятельно убирают свои придомовые территории, то за чистоту дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании. Как они справляются, проверила Анна Кожевникова. В этом году снега столько, что при уборке придомовых территорий образуются кучи на уровне 2-го этажа. Впоследствии, конечно, они будут вывезены в специальный карьер. Управляющая компания «Градсервис» усиленно взялась за очистку дворов, многоквартирных домов и вывоз снежных масс. Эта работа выполняется в течение всего зимнего периода, но на весну, как правило, приходится больший объем. Ведь как раз в это время идет уборка снега с крыш. Стараемся, убираем, справляемся, стараемся сразу убирать снег и вывозить его, чтобы не складировать. То есть сразу вывозим. Поступают жалобы, даже, наверное, не жалобы, а просьбы, пожелания, что поскорее уберите с нашей крыши снег, или почистите прилегающую территорию. Реагируем на это. Это, конечно, большой плюс такой, помощь нам. Ежегодно работники управляющих компаний сталкиваются с такой проблемой, которую между собой прозвали подснежники. Это замороженные на зиму машины владельцев собственников квартир, многоэтажек. Такие искусственные сугробы возле подъездов не только не убрать, они еще и создают трудности при проезде тяжелого спецтранспорта. Ленчане по-разному оценивают усилия управляющих компаний, но и работают, конечно, все в силу своих возможностей или сознательности. Например, снег возле деревянных двухэтажек не убирается, и эта проблема не решается из года в год. Девушки, скажите, как у нас чистятся придомовые территории? Мы только сегодня прилетели. Тем более, видите же. Да. Мы видим не очень хорошо, в Новосибирске также. Еще хуже. Еще хуже, так что у вас еще даже хорошо. По сравнению с прошлым годом, в этом году получше даже чистят. У нас в нашем районе по Орджоникидзе там вообще хорошо убирают. А вот в других районах я хожу, смотрю, как-то не особо хорошо так. Местами уберут и все. Если честно сказать, так и есть. Потому что даже везде смотришь, я не вижу, чтобы сильно чистили, ходили. То ходят, то не ходят, поэтому... Практически весь каменный жилой фонд центра города находится в ведении управляющей компании «Градсервис». У них же и микрорайон «Северный» – это свыше 100 домов. Остальной центр города обслуживает общество с ограниченной ответственностью Ленское предприятие жилищного хозяйства. Осадков этой зимой выпало больше, чем в предыдущие годы, но именно такие моменты становятся показателем работы коммунальщиков. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В образовательных учреждениях Якутии создадут площадки для саморазвития детей и молодежи.
Так возобновляется деятельность рабочей группы по внедрению комплексной региональной программы РКИ-РГИР «Создание среды саморазвития детей и молодежи». В настоящее время авторский коллектив составляет методические рекомендации. По предложению экспертов на территории республики определены 9 зон, в каждой из которых появятся пилотные площадки по 4 уровням образования – дошкольное, общее, дополнительное и среднее профессиональное. При этом сами площадки будут определены посредством сбора предложений от заинтересованных учреждений. Якутия вообще-то в России на одном из лучших мест, потому что у нас много талантливых детей. Наши дети во многим различным мероприятиям занимают хорошие места, первые и так далее, да, раскрывает новые различные занятия. Но это не больше 20% сегодняшних детей. А мы прекрасно знаем, и на этом должны основываться. Каждый ребенок рождается талантливым от природы. В Якутске в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина открылась выставка «Первообразы Олонхо» творческой группы «Архетип». На выставке представлены 15 инсталляций. Авторы обратились к теме древних архетипических образов, которые представлены в эпосе Олонхо, для того, чтобы представить посетителям свое современное видение. В выставке приняло участие 9 авторов. Сакральное число для якутской культуры. Очень разные по своему, как сказать, по своему направлению, по своему стилю, по своему выражению, да, способу выражения. Но каждый из них, вот объединившись, вот когда мы объединились, начал работать именно глубоко, очень исследовательски, то есть исследуя то, каким образом мог мыслить человек, наш предок, да, в древности, для того, чтобы объяснить, попытаться систематизировать мир вокруг, какие эмоции он испытывал. В дни празднования Великой Победы и Ураза-Байрам в Дагестане пройдет фестиваль национальных видов спорта, где проведут состязания по якутскому масс-рестлингу. Развитие масс-рестлинга в Махачкале поддерживают летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев, а также министр спорта Сажид Сажидов. Энтузиаст Варис Шамсуев проводит мастер-классы для детей по перетягиванию палки. Кроме того, специальное оборудование по масс-рестлингу в прошлом году было установлено на территории городского пляжа, где познакомиться с якутским национальным видом спорта мог каждый желающий. Учитывая, что мы занимаемся развитием гребного спорта в таком борцовском регионе, как Дагестан, мы искали пути решения. Такая двухходовка, масс-рестлинг – это такая наиболее близкая гребля-борьба. В 2021 году отмечается столетие Республики Дагестан, и к этому мы хотим приурочить такой массовый турнир по масс-рестлингу, где будет задействовано 100 комплектов. После проведения турнира, соответственно, мы раздадим эти комплекты по школам. Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.